Всем привет, народ, друзья-подписчики и просто случайный зритель, забредший на мой канал. А у меня сегодня будет на обзоре вот такой вот малыш. Малыш-фонарик от бренда всем известного ASBIM. Вот, модель фонаря UC3A. Ну, сразу бросается в глаза 900 люмен максимальной яркости, то есть вы сами понимаете, малышок. Здесь указан двойной светодиод, режим RGB и две кнопочки управления. Ну и, конечно же, бросается в глаза 10 лет гарантии. На данной стороне коробки их сайт, сзади коробки 3 QR-кода для, в принципе, общения с брендом ASBIM. WhatsApp, WeChat и, собственно говоря, Facebook. Вот, больше ничего здесь нету. Потянул за язычок вот этот вот, немножко надорвал коробку. Поэтому коробочку лучше открывать вот таким вот способом. Открываем, смотрим, что там да как внутри. Вот такая простенькая упаковочка. Ее в сторонку. Имеется вот такая визитка. Добро пожаловать. Ля-ля-ля, тополя, да. Ну и, собственно говоря, давайте смотреть комплектацию. Значит, на китайском непонятно. Сертификат продукта. Вот такая карточка. Имеется гарантийный талон. Конечно же, друзья, не заполнен. Имеется инструкция на двух языках. Это у нас китайский. Всем родной, любимый и понятный. Ну и второй язык, более потруднее, да. Это английский. Да что ты, черт побери, такое несешь? К инструкции позже вернемся, по комплектации дальше идем. Значит, имеется в комплекте вот такой вот маленький вертлюжок. То есть нужен для чего? Подцепить где-то на ключи, либо там на собачку какой-нибудь молнии. Не то куртки, не то рюкзака, не то сумки. Ну, короче, вы сами понимаете, куда это дело есть. Два запасных резиновых колечка. Тоже такое дело есть. Вот такой вот обрубочек, кабелек зарядки USB-A на Type-C. Совершенно обрубочек, не знаю, плюс-минус 20 сантиметров. Больше не будет. Ну и вот наш виновник торжества. Фонарик ASBIM UC3A. Выполнен, как написано, из анодированного там аэрокосмического алюминия 6061 Т9, по-моему, или Т6. Сейчас я вам точно скажу, друзья. Здесь все указано, да. Аль 6061 Т6. Вот так обзывается наш алюминий. Сделано все, ну, просто шикарно и качественно. Вот со всех ракурсов я вам покажу. Отличная сборка, ну, просто не к чему придраться. Фонарик наш построен. Вот у нас два светодиода основного освещения. Это светодиоды SST36F. Вот. Ну и, конечно же, имеется боковая подсветочка. То есть и белый свет, есть и RGB. На данной стороне указан какой-то серийный номер. Эмблемка батарейки, то есть что обозначает, что у нас аккумулятор находится вот здесь. На данной панели находятся две кнопки управления. Верхняя кнопочка — это включение основного света. И нижняя кнопка, тут даже подписано RGB, то есть кнопка включения и управления боковым свечением RGB. Имеется вот такая вот довольно жесткая клипса, то есть где-то на козырек кепки одели, и будет хорошая такая подсветочка. Да, друзья, на корпусе вы нигде, видите, не найдете гнездо зарядки. Его здесь просто нет. Ну и, конечно же, наш фонарик оснащен магнитиком, который находится в крышке аккумулятора. Довольно мощный такой для такого веса магнитик, так как фонарик уже оснащен аккумулятором. Вскрываем, смотрим, готовим фонарик к работе. Вот такая вот крышечка, позолоченная пружинка. Вынимаем наш изолятор и вынимаем наш аккумулятор. Вот такой вот малыш аккумулятор. То есть, если сравнивать с батарейкой, то эта батареечка у нас типа размера 3А. Имеет 400 мАч. Типа размер нашего аккумулятора 10440, 3,7 вольта, 1,48 Вт-час. Ну и вот, собственно говоря, сам разъем для зарядки. Видите, вмонтирован сам аккумулятор. Значит, здесь беленькая точка, вы все видите, это не что иное, как монтирован индикатор, ну, заряда-разряда. То есть сейчас вы на картинке видите этот аккумулятор в процессе зарядки, на котором горит красный светодиод. Ну и по мере зарядки, когда аккумулятор полностью зарядился, светодиодик загорается у нас зеленым свечением. Итак, вставляем аккумулятор, закручиваем и, друзья, смотрим. Значит, сразу по блокировке. Фонарик имеет режим блокировки, но когда вы сняли и установили аккумулятор, этот режим блокировки слетает, памяти нету. Поэтому как поставить в режим блокировки? Нажимаем
и долгим удержанием вот эту вот кнопочку основного света держим. Фонарик мигнул, сказал: все, друг, я тебя понял, я на блокировке и больше не включусь. Дальше любое нажатие кнопки, фонарик у нас мигает RGB режимом и говорит: я на блокировке. Надеюсь, видно и понятно. Снимается с блокировки точно так же, долгим удержанием. Все, фонарик у нас мигнул, включился, включается в режиме Moonlight. Итак, выключаем фонарик кратким нажатием и давайте по режимам. Долгое удержание включает режим Moonlight. Вот у нас режим Moonlight. Следующий режим — это у нас низкий режим. Следующий режим — средний режим. Вот так. И следующий режим, последний, это уже у нас высокий режим. Все, больше никаких режимов нет. Следующее нажатие у нас сбрасывает фонарик наш на низкий уровень. Нажимаем кратко и выключаем фонарик. Переходим, друзья, к табличке. А в табличке у нас расписаны все характеристики. Итак, Огласите весь список, пожалуйста. смотрим сюда. В высоком режиме наш фонарь на 900 люмен сможет проработать всего лишь 15 секунд. После чего свалится на 400 люмен и будет работать 14 минут. После чего свалится на 90 люмен и будет работать еще 26 минут. Значит, в среднем режиме на 210 люменах он проработает полчаса, свалится до 30 люмен и проработает еще час. В низком режиме на 80 люменах он проработает час 50. Ультранизкий, ну то бишь режим Moonlight, 4 люмена, 23 часа. Друзья, данный фонарик мной был с моим товарищем протестирован. Был полностью заряжен аккумулятор. Включили фонарь и оставили вот в таком вот положении. Засекли время. То есть он падал и пока вообще не выключился. Значит, фонарик проработал 2,5 часа. Вот. Ну и режим стробоскопа. 900 люмен, опять же, 15 секунд он может проработать. 400 люмен 25 минут, сваливается до 90 люмен и еще плюс часок. Все, остальные RGB режимы у нас не расписаны. Итак, опять же, включаем. И если мы будем долгим удержанием держать кнопочку, то у нас фонарик, видите, сам будет менять свои режимы освещения. Думаю, с этим понятно. И тройное нажатие, раз, два, три, приводит к режиму стробоскопа. Он здесь, друзья, один, больше я режима стробоскопа здесь как бы и не нашел. Нажимаем раз, и фонарик у нас выключается. Ну и опять же, кому надо, включили, либо выключили. Думаю, с этим понятно. Итак, режим RGB. Включаем. У нас есть белое свечение. Если мы нажмем и удержим кнопочку, свечение в 2 раза пригасает. Нажимаем, держим, появляется. Двойное нажатие переводит нас в режим RGB. Включается, видите, красное свечение. Двойное нажатие приводит красное свечение к мигающему. Двойное нажатие включает зеленый цвет. Двойное нажатие — зеленая мигалка. Двойное нажатие — вот такой вот фиолетовый цвет. Двойное нажатие — мигалочка. Двойное нажатие — милицейская мигалочка. Конечно, телефон этого всего не передает. И двойное нажатие — вот такая вот, друзья, красота. Не знаю, как это все дело вам передать, эту красотень. Ну, глазами это очень, друзья, красиво. А телефон, конечно же, этой красоты не может передать. Причем, любой из этих режимов, если мы, давайте, допустим, двойное нажатие, белый цвет. Так, давайте все-таки на красном. Раз, два, красный. Если мы нажмем, удержим, то красный тоже притухает в 2 раза. И так на любом режиме. Вот, друзья, в принципе, как бы и все режимы фонарика. Значит, смотрите, вот этот вот вертлюжок колечком мы можем зацепить вот сюда вот. И повесить его куда-то. О, смотрите, даже видите, какой магнитик. Он просто держится на кольце. То есть магнитик довольно-таки сильный. Ну что ж, теперь предлагаю открутить и вытянуть аккумулятор. И проверить фонарик на простом элементе 3А, то есть батарейки, так как заявлено, что он тоже будет работать на данном элементе. Устанавливаем, закручиваем. Режим уже блокировки не буду включать. Давайте посмотрим, сколько режимов. Нажимаю, удерживаю.
Это якобы Moonlight. Следующий. Это низкий, средний. Ну и высокий, видите, еле-еле он переключился. То есть все практически режимы работают, но, конечно, на батарейке все это свечение будет ниже. Так, теперь переходим к нашему в этому свету. Все, в принципе, даже на такой же, наверное, яркости глазам. Все режимы буквально, видите, работают и от простой батарейки. Единственное, опять же, основной свет будет не такой яркий, как от данного аккумулятора. На этом, друзья, все. Надеюсь, все всем понятно с этим фонариком. Фонарик вот реально классный. Реально классный. Маленький, удобный. Вот можно использовать вместо брелка. Вот реально размер зажигалки. Все, идем на улицу и посмотрим, как он светит на улице. Значит, дальнобойность его 80, по-моему, 6 метров. 85 метров, друзья, дальнобойность. Также наш фонарик не боится падать в воду на 2 метра, указано в инструкции. И не боится удара с высоты 1,5 метра. Вот на улице сплошная тьма. Вот фонарик вдалеке. Вот мои фонарики в клумбе. Ну а мы с вами смотрим. Moonlight. Вот такой вот режим. Светит порядка 2-3 даже, наверное, метров. Опять же, спокойным образом мы с вами можем читать, находясь в поезде, не то в какой-либо там палатке, книжку, газету, чтобы не мешать своим соседям. Вот так все это дело у нас освещено. Низкий режим. Опа, на низком режиме мы с вами можем спокойным образом ехать уже на велосипеде. Прекрасно все освещено, порядка, не знаю, там метров 30, а то и больше. Да, то есть можем спокойным образом кататься. Смотрите, какая цветопередача. Вот моя собачка, шоколадный лабрадор. И как мы все с вами видим, он реально, вернее, она реально шоколадка. Не серая, не красная, не черная, а шоколадная. Прекрасная цветопередача. Высокий режим. Вот в этом режиме уже спокойным образом я могу проверить буквально весь, друзья, свой участок. Давайте направим на березки. Вот березка, которая находится, не знаю, если макушку смотреть, но метров 60, наверное, до макушки. А если вот эту березку вам, наверное, не так видно, то метров 80, наверное. Ну что, и теперь давайте высокий режим. Бах! Режим сварки. Смотрите, как освещены березки. То есть заявленные 85 метров фонарик наш спокойным образом достает и берет. И вот такая вот ночная красота, как днем. Опять же, шоколадный лабрадор. Но, к сожалению, данный режим работать будет всего лишь 15 секунд. И на этом все. Режим стробоскопа. Вот так вот долбит он неплохо по глазам. Очень сильно долбит, конечно. Вырубаем и включаем, друзья, режим бокового освещения. Вот просто белый свет. Ну, тоже, опять же, можно читать какую-либо там книжку, газетку в поезде, чтобы не мешать. Еще мы его можем приглушить. Вот, видите, приглушил, и уже практически ничего не видно. Остается только перед собой реально направлять на какую-либо там книженцию, читать. Двойное нажатие переводит все это дело в цветные режимы. Но, опять же, камера, видите, плохо фокусируется. Красное свечение никоим образом, абсолютно глазом не видно. Ни на земле, ни на траве, нигде. Давайте добавим света. Мы, наверное, наоборот убрали. Да, убрали, добавили. То есть, ну, никак абсолютно глазу не видно. Просто вот я вижу такой вот прямоугольничек красного свечения. Раз, два, и у нас получается красная мигалочка. Раз, два, зеленое свечение. Раз, два, зеленая мигалочка. Раз, два, вот такой вот синий цвет. Синий цвет, кстати, уже немножко виден под ногами. Так, а если мы уберем, то уже ничего, в принципе, как бы и не видно. Но, опять же, такой синий прямоугольничек. Раз, два, синяя мигалочка. Раз, два. И вот такая вот милицейская мигалочка. Давайте на белые ворота. Вот, наверное, будет так лучше видно. Раз, два. Самый классный режим, красивый. Но, к сожалению, камера его, друзья, вам ну никак не может передать. Режим просто обалденный. Тоже света передачи как таковой мало. А вот просто стоим и любуемся на вот этот вот прямоугольничек, который переливается разными цветами радуги. Очень красиво. Если на землю, тоже, к сожалению, камера не фокусируется.
Ну да ладно. Все режимы я вам продемонстрировал, показал. Сегодня на обзоре был ASBIM фонарик. Вот такой вот малыш. Будет прекрасным, наверное, брелком где-то на вас, на ваших ключах или в кармане, допустим. Друзья, все ссылочки на данный фонарик будут находиться в описании, поэтому кому интересно, переходите, смотрите. Покупать, не покупать, решение сугубо за вами. А я с вами на сегодня прощаюсь. Пока. Всех люблю. Подписывайтесь на мой канал.